Вчера гром грянул прямо с кремлевских небес. В ситуацию вокруг башкирской содовой компании лично вмешался президент Российской Федерации Владимир Путин, который поддержал инициативу руководства республики по возврату госконтроля над крупнейшим предприятием и поручил правительству и правоохранительным органам проверить все детали сделки 7-летней давности. Итак, здравствуйте. В прямом эфире БСТ программы «Вечерний телецентр» и я, ведущий Руслан Шарафутдинов. Представлю гостей. Итак, сегодня у нас в студии Руслан Валиев, журналист, шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе. Зухра Буракаева, драматург, член Союза писателей России и Республики Башкортостан. И Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан. И уже подходит к нам Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Госсобрания Курултая Республики Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте. Тему, которая нас сегодня здесь собрала, честно говоря, обсуждают сегодня все в Башкирии, да не только в республике, но, наверное, по всей стране. Я вчера несколько раз слушал спич Путина, пытаясь осмыслить происходящее, переварить эти слова. Давайте еще раз посмотрим прямую речь президента, который просто пригвоздил акционеров соды к офшорному столбу. Башкирская судовая компания. Контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются. В регионе не остаются. При общем объеме выручки в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Ну, известно где. В офшорах. Вот смотрите, на дивиденды в 2018 году было направлено 12,3 миллиарда рублей. Это, как вы думаете, сколько от чистой прибыли? 106%. Больше, чем вся чистая прибыль. В 2019 году 107% от чистой прибыли. Но самое интересное, в начале 2013 года абсолютно чудесным образом через объединение компании доля государства размывается и снижается ниже контрольной. У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат, приоритеты работы компании резко изменились. Это не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое, на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Я прошу правительство Российской Федерации совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства. Я очень признателен президенту, и президент в данном случае поддержал действительно стремление народов Башкортостана и стремление нашей республики, чтобы была справедливость в этом вопросе. Тема, связанная с приватизацией соды, она всегда воспринималась крайне неоднозначно. И, соответственно, когда очень много людей в республике возмутились решением, соответственно, разрабатывать куштау, такое тоже было. И мы начали более глубоко изучать данный пакет документов, которые привели, в общем-то, к тому, что республика потеряла управление. Там обнаруживается и действительно очень много вещей, которые вызывают вопросы. Мы уже обратились в прокуратуру республики с письмом, заявлением о том, что причинен ущерб республике, что сделка, на наш взгляд, была незаконной, и на данный момент уже прокуратура республики готовит полный пакет, мы представляем все необходимые наши Министерство земельных и имущественных отношений. Ну а дальше, я думаю, что все необходимые юридические процедуры. Но самое главное, мы сегодня очень рады, что президент нас вот так поддержал. Это действительно поддержал тех людей, очень много людей, которые выступили в поддержку куштау, потому что это две взаимосвязанные вещи, и молодые, и старые, и девушки, и мужчины, и разных национальностей. Такое было общее решение наших людей, поэтому президент нас поддержал. За это мы очень признательны.
к нам присоединился Рустам Ахмадинуров, вице-спикер Государственного собрания Курултая Республики Кыргызстан. Здравствуйте. Ну, уважаемые гости, вы сами все слышали, наверное, не только сейчас, а и до этого несколько раз прокручивали это выступление Путина, которое, конечно, произвело эффект разорвавшейся бомбы в республике, да, наверное, не только. Ну, события последних 2 недель наверняка, конечно, войдут в историю, новейшую историю Республики Башкортостан, безусловно, да. Они неслись галопом, и там ситуация менялась там буквально, наверное, каждый день, да. Азат, вот скажите, пожалуйста, вот для вас вчерашнее выступление Путина, и вот его позиция, озвучивание позиции, это что? Это развязка событий, какая-то точка? Или вот это все-таки какой-то новый этап в той истории, которая развивается на наших глазах? И вообще стало ли для вас это неожиданностью? Спасибо. Это все одновременно, все то, что вы сказали, это развязка в истории с горой. То есть вопрос по горе решен, она разрабатываться не будет. Благополучно решен. Благополучно решен. Это начало новой истории по возврату госсобственности. Контуры президент страны определил. И я думаю, что дело остается за малым, за процессуальными процедурами, техническими моментами и, ну, в целом, юридической оценки этой сделки. Азат, все-таки вот скажите честно, это вот стало неожиданностью для руководства республики, для членов правительства? Честно, в определенной степени это, конечно, стало неожиданностью. Что именно вот так все прозвучит? Что вот так все прозвучит, да. Но если помните, в пятницу все то же самое было озвучено Ради Фаридовичем. Бесспорно, что власть ведет свою работу, которая не публична, и эта работа, в том числе с федеральными органами власти, с различными, которая была направлена на решение, озвученное вчера президентом страны. Поэтому мы надеялись на такую поддержку. Неожиданностью было, что эта поддержка придет так быстро и скоро. И так прямо вот четко и недвусмысленно, да? Да. Потому что, ну, поручения, данные прокуратуре и правоохранительным органам, они говорят сами за себя. К сожалению или к счастью, таких полномочий у руководства региона нет. Мы это знаем. Руслан, скажите, пожалуйста, вот вы тоже активно участвовали во всей этой истории, были внутри, в гуще событий. Вот как вы оцениваете вот то, что происходит? Ну, то, что президент выступил, это, конечно, хорошо для решения именно истории с Куштау и с БСК. Но мне кажется, все-таки вот, следовало бы обратить внимание на эту историю немножко раньше, потому что... Вернуться на какое-то время назад? Да. Дело в том, что многие журналисты, многие защитники Куштау говорили о том, что есть проблема, есть вопросы к процедуре реорганизации БСК в 2013 году. Они говорили об этом раньше, до событий августа текущего года. Вот. По крайней мере, на уровне республики эта информация звучала. Конечно, Владимир Путин мог не знать об этом, но так или иначе информацию довести можно было бы. Ну, все, что хорошо кончается, можно сказать, да? Вот, Тут встречный вопрос. Кончилось ли? Да, кончилось Или ли? будет продолжаться? И во что выльется? Потому что сам по себе переход прав на владение контрольным пакетом, ну, это еще не значит, что все будет дальше происходить хорошо. Да? То есть есть нынешние акционеры БСК, которые действительно не хотели идти навстречу, не хотели общаться с людьми, не хотели вкладывать деньги в модернизацию. Но и при этом они аргументированно, на их взгляд, называли цифры, факты, которые якобы давали им основания полагать, что кроме Куштау им ничего не подходит. Собственно говоря, вот честно говоря, да, и мы сегодня не смогли с ними связаться. Я думаю, что сейчас они пребывают, ну, наверное, в состоянии какого-то грогги, да, как в боксе говорят, да, шока, да. И, наверное, пока им нечего сказать, они еще формулируют, возможно, свою позицию, да. Мы еще обязательно это обсудим потом. Зухра, вы тоже активный участник этих событий. Вот какая ваша, вот, ну, чисто по-женски эмоциональная, возможно, оценка того, что происходит? Моя эмоциональность уже успели заценить во всех соцсетях. Буду говорить эмоционально. Для меня это очень грустная история. Я не могу понять, как президент Российской Федерации, когда от него утекают миллиарды рублей, на это обращать внимание спустя столько лет. Он называет такие цифры.
Это что? Это только одна история. Это получается с территории огромной Российской Федерации утекает столько миллиардов. И надо было выйти всем ребятам и довести это до кровавого конфликта. Надо бросаться под эскалатор, чтобы вы заметили, что у вас миллиарды, что ли, утекают. Ребята, вообще это для меня очень грустная история. Именно в этом плане, именно Да, в этом контексте. и поэтому большое спасибо всем, кто вышел на эту гору. Да, мы сейчас Башкортостан... Вы сказали, что это в Зухра, истории... давайте вот ради справедливости, Башкортостан, да, ради справедливости, Да. с инициативой первоначально Да. возврата в подгосконтроль соды выступил Ради Хабиров. Выступала про Уфу сколько лет. Мы все эту историю знали. Я это про Уфу знаю уже сколько лет, сколько Рамиль Рахматов писал, он все эти схемы разрисовывал. Мы эту историю, за этим следим вот с тех пор, как это Каустик с этим. Мы за этой историей следим столько лет. Давайте будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Да. Рустем, пожалуйста. Аналогичный вопрос. Ну, я хочу сказать, что все неоднозначно. Зухра, конечно, эмоциональная девушка, и с Она эмоциональной имеет на точки... это полное право. и Пожалуйста. имеет полное на это право. Но давайте возьмем с точки зрения экономики. Когда я, кстати, был тоже противником объединения, да, и об этом сказал пост 14 числа, что нужно рассматривать, раз они не вкладывают в модернизацию, надо рассматривать ренационализацию башкирской содовой компании. Но ведь когда шло объединение, Рустем Хамитов, Александр Марьин, члены правительства, которые тогда были, Гурьев, по-моему, и другие, как они мотивировали перед нами, перед обществом, перед депутатами о том, что наш пакет был 62%, мы размываем до 38% при объединении соды и каустика, но наши вложения были миллиард, наше получение, в смысле, в республиканский бюджет, да, а в принципе увеличилось через год-два до 7, вот последние годы, посмотрите, дивиденды, только дивиденды около 7 миллиардов. Я не говорю, что там вложения во все бюджеты около 10 миллиардов. Компания, в принципе, давала неплохие дивиденды. И на эти дивиденды в том числе реализовывались какие-то социальные программы. Да, социальные программы, которые реализовывались рядом со Стерлитамаком и Шимбаем, были 100 миллионов. Ради Фаридович увеличил до 700 миллионов. Но, в принципе, они эффективность увеличили. Но за счет чего? За счет того, что они разрабатывали легко доступное сырье и хотели пойти на другую гору. Когда Ради Фаридович высказал эту позицию в прошлом году, еще до того, как вы его избрали, когда он был еще в Рио, население так не среагировало. И, в принципе, ну, как мне вот тоже, как рядовому человеку, ну, я думаю, ну, я вот катался на горе Шахтау, да, 30 лет назад. Ее потом, вот мы в 90-м году катались, в 94-м году я привозил туда студентов. Гору убрали, и, в принципе, никто не возмущался. Я прошу думаю, прощения. здесь, в принципе, Да, такого нет. Когда народ вышел, Ради Фаридович четко среагировал и занял позицию народа. Продолжение темы, да, Азат, вот вы как представитель правительства, да, вот сейчас у нас есть, вернее у вас есть четкое понимание, во-первых, почему, не будем переходить на личности, да, многие члены предыдущих правительств оказывались потом на определенных должностях, руководящих в той же СОДе и Башкирской содовой компании. Это во-первых. А во-вторых, сейчас есть понимание, что это было? Это была какая-то хитрая финансовая схема или такой банальный рейдерский захват? Вот вы можете об этом откровенно говорить? Я думаю, что это те вопросы, на юридическую оценку, правовую оценку которым должна дать сегодня Генеральная прокуратура. Это и аффилированность бывших членов правительства, руководства республики с предпринимателями и коммерсантами, а также юридическую оценку все-таки это мошеннические действия были, рейдерский захват, каким образом это квалифицировать, какой был нанесен ущерб. Это дело правоохранительных органов. Это да. дело правоохранительных органов, да. И мне кажется, что в своих выводах они, наверное, не будут стесняться. Я прошу прощения. Сейчас сегодня у нас будут на связи федеральные эксперты, представители федеральных структур из Москвы. Мы будем общаться с ними по скайпу. Сейчас у нас на связи Иван Валентинович Стариков, директор Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды. Здравствуйте, Иван Валентинович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы слышали вчера выступление президента России по поводу ситуации вокруг Шихана Куштау и Башкирской содовой компании?
Да, безусловно. Я слышал выступление президента, я посмотрел материалы, я посмотрел даже финансовые отчеты башкирской содовой компании, поскольку в свое время работал заместителем министра экономики, сделал свои определенные выводы, поэтому у Министерства природных ресурсов, честь которого я имею представлять, и, соответственно, не экологии, как ключевой институт Министерства природных ресурсов, есть четкое представление относительно того, что необходимо сделать в ближайшие примерно 1,5 года для того, чтобы одеть броню особо охраняемой природной территории федерального значения Шихан-Куштау и Юрактау и Таратау, соответственно, оформить национальный парк. Ну, собственно, Иван Валентинович, да, вы уже отвечаете на тот вопрос, который я хотел задать. А насколько защищенными теперь, тем более после такой четкой позиции президента, могут чувствовать себя уникальные наши башкирские шиханы? Ой, я не поклонник Маркса, но вспомните, он говорил, Маркса? что когда Маркс, капитал пойдет на любое преступление За 300%, да, они готовы на все. Да, прибыли. Поэтому для меня, как все-таки чиновника бывшего и в данном случае человека, представляющего экологическое направление в Министерстве природных ресурсов, будет абсолютно убедительно, если мы все-таки проведем весь комплекс работ. У нас есть четкое понимание, у нас есть специальный научно-методический центр, который занимается этими работами. И я даю должное Ради Фаридовичу Хаберову, который поступил очень мудро, принес сложное, непростое решение. Я вижу, сколько республика получала от своей доли башкирской содовой компании. Но, тем не менее, как сказал мой друг и член ученого совета нашего института, международный эколог и легендарный хоккеист, который, кстати, недавно был в Башкирии, Вячеслав Александрович Фетисов, экономика и экология – однокоренные слова. Поэтому мы должны исходить из этого, и Иван Валентинович, да. мы, безусловно, поможем руководству Иван республики Валентинович, сделать национальный парк. вот такой принципиальный вопрос, да, который касается не только Башкортостана. Крупнейшие предприятия оказывают экологии тех субъектов, в которых они находятся, очевидный вред. Мы это все понимаем. Но у руководства этих субъектов, этих регионов очень ограниченные полномочия и рычаги влияния на этих федеральных игроков. И это системная проблема. Что делать с этим? Тут есть какой-то выход? Да, выход есть. Дело в том, что 4 июля президент подписал поправки в Конституцию. Кто их внимательно читал, тот обратит внимание, что нарушение природоохранного экологического законодательства приравнивается по сути к конституционной деятельности. А везде все власти, независимо, федеральной, региональной или муниципальной, если граждане нарушается их право на благоприятную окружающую среду, имеют граждане их объединения обращаться в Конституционный суд. Поэтому в этом смысле новая редакция Конституции в значительной степени, мне кажется, сбалансирует. Я прошу прощения, Иван Валентинович, а вы как вот сами считаете, это перспективное обращение граждан в Конституционный суд по данным вопросам? Это к какому-то придет результату? Хотя вот пример с Куштау нам показывает, что если объединиться и добиваться какой-то цели, то результат будет. Да, результат будет, но сейчас нет смысла и, наверное, нецелесообразно обращаться в Конституционный суд, поскольку руководство республики приняло решение. Это не по Шихану Куштау и не по Шиханам, это вообще в принципе, я имею в виду. Ну, у нас два Шихана еще, это Юрактау и, соответственно, Таратау. Они имеют статус 1965 года, другой 1985. Эти памятники природно-регионального значения. Наша позиция, я, безусловно, это буду обсуждать с Ради Фаридовичем, и тот, кто отвечает за природный блок в Республике Башкирия. Наша позиция, что необходимо сделать кластерного типа национальный парк, и все 3 Шихана объединить, одеть в броню особо охраняемых природных территорий федерального значения, сделать национальный парк. Тогда никаких обращений все население республики будет только приветствовать усилия любых федеральных структур вот в этом направлении, я вас уверяю. Большое спасибо за ваше экспертное мнение, за ответы на вопросы. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Уважаемые гости, возвращаясь к нашему разговору, Руслан, вот ты начал говорить про то, что было бы интересно вернуться на какое-то время назад. Что ты имел в виду?
Ну, я в данном случае говорил, отвечал точнее на вопрос по поводу вот нынешних решений по поводу акционирования, но на самом деле не только. В целом эта история показала о том, как нужно выстраивать диалог между властью и людьми. И отсутствие этого диалога к чему может привести. Потому что вот история шире на самом деле, чем просто история одного Шихана Куштау. Здесь переплелись многие вещи. Люди высказали свое недовольство по ряду причин. Вот я в этом практически уверен, потому что общался с людьми, находясь на горе. Недовольство могло в себя включить в том числе вопросы вот этого федеративного устройства, что ли, да, отсутствие контакта и обратной связи по поводу решения каких-то таких культурологических вопросов, как то даже вплоть до сохранения национального языка, например, да, потому что все-таки... Руслан, ну все-таки, да, но на горе собрались люди разных национальностей. Разных, конечно. Безусловно, да? Ну вот, но они все жители Республики Башкортостан. конечно. Они совершенно разных, в том числе политических взглядов. Многие апеллировали, вот в первые дни я лично общался лично к Путину, к Владимиру Владимировичу, потому что они считали, что вот и он не слышит пока, нас здесь не слушают, а он не слышит. Поэтому вот надо бы записать к нему, например, обращение, и если он услышит, то все вопросы решатся. То есть, вот сейчас я делаю вывод, что с Куштау и вообще с Шиханами, наверное, или даже точно, все будет в порядке. С БСК в той или иной степени тоже будет в порядке, и сотрудники не лишатся рабочих мест. Но для всех нас, для республики, для страны в целом, этот урок не должен пройти даром. Мы должны сделать выводы, мы должны дальше действовать сообща, слышать друг друга и еще важно разобрать все те события, которые произошли здесь. Потому что все-таки есть элементы, которые требуют разбирательства, требуют выводов и правовой оценки. Именно правовой оценки. Правовой оценки, потому что есть события, которые как раз-таки ввели эту историю вот Руслан, в такой да, вот... извини, согласись, да, что все-таки правовую оценку должны давать не соцсети, Конечно, и не Facebook, конечно. а соответствующие органы управления. Должны. Но вот пока мы не знаем, будут ли даны В плане эти оценки, оценки. наверное, да. В плане оценки, Да, да. Потому что да. любые там действия должны получить какую-то оценку. Азат, вот что вы можете добавить вот к этому? Могу добавить, наверное, то, что по моим... Насчет выводов, которые мы должны вот все вместе сделать. Да, Действительно должны. вот насчет выводов. Мне кажется, все, что мы наблюдали, и почему у людей несколько такой шок, неожиданность, тема номер один и в лидирующих федеральной повестке. Вчера мы увидели такой разворот Сюжет. и способность федеральных властей, неделю назад республиканских властей, способность разворачиваться в сторону народа. То есть вставать на сторону интересов народа, принимать оперативно эти решения, анализировать оперативно. Вот тут как раз очень интересный момент. Да? Не будем скрывать, мы же откровенно говорим, да? Очень многие там в обществе в Башкортостане, да, сомневались в способности местной власти, руководства республики, услышать какие-то чаяния, там, да, требования, там, претензии. Но это оказалось не так. И мы видим результат, так? Да. И, на мой взгляд, ну, в любом случае, общество у нас меняется. На это влияет и там, цифровизация, погруженность в соцсети, открытость, меняется роль традиционных СМИ, да. меняется влияние социальных медиа. То есть, если мы говорим про защитников Куштау, про протесты, эти столкновения, это же все была широкая сетевая история. Сетевая история, которая стала возможной благодаря социальным медиа. Это новые условия, в которых мы все живем. Да, информационный мир. Но новые условия. И события последних 2 недель, разворот властей, признание своих ошибок, встать на сторону народа, мне кажется, мы пока этого не осознаем, но открываются новые страницы федеральной политики. Мне кажется, что вот вчерашнее заявление Путина, оно, ну, уже, если смотреть политические телеграм-каналы, прессу политическую, пишут о том, что там, сегодня я прочитал, что 500 компаний аналогичных, как БСК, По стране. по стране, По Российской Федерации, да, по Российской Федерации, вопросы собственности которых вызывают сомнения и которые, возможно, попадут под процесс деофшоризации. То есть, как у нас спикер из Москвы уже сказал, вот мы приняли поправки к Конституции, они
у нас такие хорошие, можно и за экологию, но Он там имел в виду, что есть инструмент, насколько он эффективный, там время есть покажет. инструмент и деофшоризация, ориентированность предприятий экономики на экономику страны, это все там тоже задекларировано. Поэтому я думаю, что мы живем, ну, была такая картинка, мы стоим на стыке эпох. Вот. И сегодня мы на стыке старой политики и новой политики, федеральной. Не дай нам Бог, как говорили китайцы, по-моему, Конфуций, Да, жить да. в эпоху перемен. Тут бы палку не перегнуть, на самом деле. Коллеги, давайте, мы собрали Ну да. небольшой сюжет. Я предлагаю вернуться к событиям, которые были на горе, и которые предшествовали, собственно говоря, теме, которая нас сегодня собрала. Давайте посмотрим. Точкой начала конфликта можно назвать вырубку деревьев на подходе к Шихану. 3 августа защитники Куштау вызвали полицию, работы приостановили. Активисты тем временем начали разбивать у подножия палаточный лагерь. И уже спустя 3 дня произошла первая стычка. Следующим шагом активистов стала организация «Живой цепи», в которой участвовали более 2000 человек. Эта акция прошла днем 9 августа, а ночью на лагерь защитников был совершен набег. По их словам, стычка произошла между ними и некими крепкими молодыми ребятами. С людьми происходит нарушение закона. Нами были все материалы зафиксированы. Люди все имеют обозначение, у всех на правом и на левом плече флаг. Подогрел градус напряжения и флешмоб работников БСК в поддержку предприятия. Противостояние начало носить открытый характер. Во время митинга прошла стычка между защитниками горы и сотрудниками ЧОП. Под удар попали и полицейские, в которых полетели подручные средства – ветки деревьев, камни и бутылки. Мы хотим поддержать свою родную БСК, рабочие места свои. Хотим поддержать город, потому что как город будет жить без БСК? По-моему, очень хорошая помощь от БСК идет городу. И столько рабочих мест потеряется. Куда мы все пойдем? Вот вы сами как думаете? Кульминационным моментом конфликта стал приезд на место главы Башкортостана. Ради Хабиров убедил людей мирно разойтись по домам. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение. Никто. Ну, такой очень короткий сюжет, потому что у каждого, кто там был, кто следил за событиями, конечно, своя хронология, свое видение событий. Но, уважаемые гости, да, согласитесь, что все-таки вот, когда Хабиров под дождем говорил с защитниками Куштау, да, и мегафон не работал, все-таки это мужской поступок, настоящий. Все-таки власть действительно способна слышать народ и должна слышать народ, но для этого она должна понять, что действительно у народа вот есть эти требования. Руслан, вот ты там был в этот момент, да? Скажи, пожалуйста, ведь не верилось, что Хабиров может туда приехать? Конечно, до момента Это стало объявления- неожиданностью? Конечно. То есть, Вот коротко можешь описать вот свои эмоции вот тех минут? между прекращением острой фазы столкновений и объявлением полковником о том, что сюда едет Ради Хабиров, ситуация была очень неопределенной. Люди, да, вроде успокоились. С одной стороны, там около 200 ОМОНовцев, значит, и полицейских. С другой стороны, активисты лагеря. Кстати, они смогли между собой к тому времени договориться о том, что мы сейчас спокойно сидим и ждем, чего, правда, было непонятно. Вот. И мы ожидали вообще штурма, если честно. Мы — это те, кто наблюдали за этой историей, потому что количество силовиков увеличивалось. Прибыл еще один автобус, и люди встали, в общем, в боевую позицию. И объявление о том, что глава республики едет, было неожиданным, как минимум неожиданным. Более того, его появление, то есть до момента его появления физически, мы не были 100% уверены, что он здесь появится. Ну, друзья, да, вы помните, да, что все-таки там, давайте вернемся, чуть-чуть вернемся. Сделка по Куштау – это решение между плохим и очень плохим. Все понимали. Да, и никаких иллюзий ни по поводу там группы БСК, ни по поводу группы ТАО и остальных там бенефициаров, будем так называть, ни у кого нет. Ни у кого нет. Но надо было какое-то решение принимать, потому что была же и ответственность действительно и за работников СОДы. Они уверяли, в том числе и корреспондентов, допустим, я вчера успел посмотреть фильм RTVI, да, Шнура. Фильмы Пивоварова и Собчак еще не успел посмотреть, но осталось только еще Дудю сделать фильм о Куштау, да, и будет полный комплект.
Вот именно в продолжение этого работники СОДа утверждали, что они туда пришли бесплатно. И, возможно, так оно и было. Азат, вот когда стало понятно, что напряжение между двумя сторонами достигло той точки, когда нужно принимать решение? Хабиров его принял, но когда это стало понятно? Вот Азат и Рустем, к вам вопрос. Ну, очевидно, что это понимание стало приходить, когда мы наблюдали митинг в субботу, и ситуация стала выходить там из-под контроля. По этим видеороликам с митинга люди сорвались, пошли в сторону лагеря и так далее. Когда стало понятно, что вот точка напряжения и власть сейчас должна просто взять ответственность на себя, решить эту проблему, развести стороны, которые схлестнулись, столкнулись, в воскресенье. Чтобы не допустить крови. Чтобы не допустить, да, крови. Потому как Руслан правильно говорит, ну, решение властью принимается все-таки не на основе роликов в Фейсбуке и картинок в соцсетях, да. Поступает информация, в том числе от правоохранительных органов, что там творится, что уже есть жертвы. Ну, пострадавшие, да. Жертв, конечно, не было, слава богу, не было, к счастью. И чтобы их не допустить, действительно, там, насколько мы могли прогнозировать, силовым блоком, возможно, готовился штурм, потому как тоже нам стало известно о том, что наращивали контингент сотрудников. И мы понимали, что если этот контингент, это там, по разным оценкам от 500 до 700 человек, двинется в сторону защитников, а там все-таки, как Ради Фаридович условно их называл, всех, это романтики, которые люди не безразличные горе, многие с женами, с детьми, это бы неминуемо привело к жертвам. И здесь вот то, что вы сказали, Руслан, там, совершил мужской поступок, в моем понимании, я не первый год на госслужбе, когда руководитель принимает такой поступок, ну, это в некотором смысле подвиг, то каждый, ну, можете себя на его место поставить, что он ощущал, принимая вот это решение. То есть он понимал, что надо действовать оперативно, быстро, иначе будут жертвы. Поэтому здесь я думаю, что и критики, и оппозиция, там, и так далее, все очень уважительно отнеслись к тому, что сделал Ради Фаридович в воскресенье. Я прошу прощения, да, мы обязательно продолжим эту тему, да. Да, опять же, мы организовываем связь с нашими федеральными экспертами, и мы сейчас ждем, когда к нам подключится Вячеслав Фетисов. Звезда спорта, олимпийский чемпион по хоккею, легендарный человек. И в последнее время, кстати, он приезжал в республику недавно, да, он активно занимается вопросами охраны природной среды и экологии. Пока он не подошел, Зухра, в продолжение вот того, о чем мы сейчас говорим. Эмоционально. Эмоционально, конечно. Давайте эмоционально я скажу, Женский что взгляд. Ради Фаридович это воин. Он держит удар, это же очевидно, что он воин. И я представляю, как человеку, которого и сам, вот, ну это, как бы его там не критиковали, я сама за него голосовала, я писала посты, и я не отказываюсь от того, что я за него голосовала. Единственное мое пожелание, теперь уже у нас была точка невозврата от и до. Да, мы не можем продолжать. Извини, пожалуйста, просто вот Вячеслав Фетисов подошел, да, мы сейчас с ним я переговорим. договорю потом. Обязательно, обязательно. Не забудь, пожалуйста, что ты хотела сказать. Да. У нас на связи легендарный человек Вячеслав Александрович Фетисов, многократный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, посол ООН по экологии. Здравствуйте, Вячеслав Александрович. Добрый вечер. Мы очень рады вас видеть, и нам лестно, не буду скрывать, нам лестно, что вы сегодня гость нашей программы «Вечерний телецентр» в Уфе, в Республике Башкортостан. Вдвойне приятно, у меня жена из Башкирии. Ну. Прадедушка моей дочери был комиссаром леса в свое время после войны, поэтому... Я прошу прощения, Вячеслав, а откуда ваша жена, если не секрет, из какого города? Она из Уфы. Из Уфы. Это здорово, это здорово. И теща из Уфы у меня, да. Ну, тогда вы просто наш земляк.
Вы просто наш земляк. Теперь перейдем к серьезному, да. Вячеслав Александрович, ну, вчера Владимир Путин, президент Российской Федерации, выступил, обозначил свою позицию по поводу башкирской содовой компании и дальнейшей судьбы уникального Шихана Куштау. Ваша оценка вот тем событиям, которые происходят, и той позиции, которую вот он выразил? Владимир Владимирович очень правильно сделал, как раз и поддержал людей. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить жителей Башкортостана за то, что они оказались очень чувствительными к проблемам, которые связаны с будущим наших детей и внуков. То есть отстоять природу богатейшую. Я тут недавно был в Башкирии, мы вместе с замминистра экологии запустили маршрут очередной красоты по заповедным местам Башкирии. Я просто влюбился вот в эти удивительные, красивые места. И для меня был большим сюрпризом, что вот так по-варварски решили распорядиться с богатством, которое принадлежит всем нам и нашим детям и внукам. И, конечно, очень приятно, что и Владимир Владимирович, и руководитель региона сумели правильно оценить ситуацию. Мне кажется, это очень важно. Сегодня услышать людей и правильно сделать выводы. Поэтому... Это очень важно, действительно. Вячеслав Александрович, скажите, пожалуйста, вот как вообще заставить крупнейшие предприятия, они федеральные игроки, во всех регионах это федеральные игроки, теперь это такова действительность, да? Как заставить их соблюдать местное экологическое законодательство и федеральное экологическое законодательство, и соблюдать правила, и охранять природу? Вы знаете, я как посол Организации Объединенных Наций по экологии могу сказать, что сегодня мир разрабатывает стратегию развития, устойчивого развития мира до 50-го года, где не будет места компаниям, которые не будут соответствовать экологическим стандартам. Поэтому я предлагаю сейчас всем компаниям, в общем, объединив усилия вместе с законодательной властью, и местной, и федеральной, начать разрабатывать стратегию развития. То есть мы должны понимать, ну, для примера, если компания, которая не будет соответствовать экостандартам, которые разрабатываются сейчас в мире, они не будут востребованы на мировом рынке. То есть мы это тоже должны учитывать. Ну и самое главное, наверное, то, что в ближайшие 30 лет, 10 лет мы должны защитить 30% всего природного богатства на планете, учитывая то, что за последние 40 лет мы угробили все вместе живущие на планете Земля более 50% живого и на Земле, и в воде, и в воздухе. Конечно, это перед нами большая ответственность, еще раз, перед нашими детьми и внуками, все правильно сделать. Понятно, нужно запускать рабочие места, нужно создавать промышленные предприятия, но не учитывать сегодня экологическую особенность развития мира, это будет недальновидно и неправильно. Поэтому я думаю, что мы здесь должны и в Госдуме, и на местном золотую уровне. середину, конечно. Вячеслав Александрович, ну вот технология, по которой изготавливалась сода в Стерлитамаке, да, она еще, наверное, если не 19, то 20 века, да. И очень важный момент – это передовые технологии, потому что вот мы все уверены, что если бы вовремя проводилась модернизация, вкладывались какие-то деньги, инвестиции, то вот не понадобилось уничтожать такие уникальные памятники природы. Знаете, я тут за последние пару лет проехал все наши институты, университеты, которые в свое время создала страна. Она была передовой во всем этом направлении, связанной с лесом, с водой, с воздухом, с биоразнообразием. Все наши научные институты, где еще сохранились кадры, влачат жалкое существование. Мы вот как раз и говорим о модернизации, хотя вот у людей есть достаточно много предложений, которые как раз и сумеют снизить риски тех же больших промышленников, которые хотят ничего не вкладывать, зарабатывать большие деньги. Сегодня такой вариант работать не будет. И я еще раз говорю, прошу компании увидеть и услышать людей прежде всего. Но еще раз, наука у нас сегодня достаточно еще жива для того, чтобы предложить и новые технологии. И самое главное, мне кажется, мы можем, как страна, обладающая самой большой территорией, запасом всего нужного на планете Земля, может стать лидером мировым по всем этим показателям. И новые технологии, я уверен, мы разработаем. И заменим пластик на то, что будет успешно разлагаться, не причинять вреда нам всем.
много что я вот вижу, оно существует уже у нас, нужно просто это все Но это такой мировой тренд, которого просто нам не избежать. Мы тоже должны идти по И этому мы пути. должны правильно? возглавить, вот в чем я хотел вас всех убедить и заверить. От нас ждут сегодня в мире вот этих лидерских позиций, и у нас для этого все есть. Самое главное, что меня больше всего радует, совсем недавно я не думал, что у нас люди так будут чутко реагировать на то, что происходит с нашей природой. И как раз это та самая предпосылка для того, чтобы мы, вот, объединив Чтобы мы сделали молодежь выводы, вокруг да. природы и экологии, стали как раз лидерами, объединив весь мир, закончив все эти конфликты ненужные. И я думаю, что нам нужно объявить Олимпийские игры по спасению природы и экологии на планете Земля. Это в свое время было сделано древними нашими в Греции. Они устали от конфликтов, не понимали, куда двигаться. И как раз эти игры изобрели в свое время. Поэтому у нас сегодня есть возможность объявить Всемирные игры Олимпийские по спасению природы и возглавить это движение. Спасибо огромное, Вячеслав Александрович, за ваше мнение, за вашу оценку. И просто было приятно с вами общаться и поговорить. Большое спасибо. Землякам привет. Обязательно передадим Уфе и от тещи, и от жены. Обязательно. До свидания. До свидания. Большое спасибо. Вы знаете, вот в выступлении Галкина, Максима, мне запомнилась одна фраза. Да? Беда не в том, что у нас много богатых людей, так и должно быть. Беда в том, что они никак не нажрутся. И мы понимаем, что если ты пускаешь 106% прибыли на дивиденды, то есть на свой карман, да, то у тебя ничего не остается на модернизацию, на инвестиции, на улучшение каких-то социальных условий. Зухра, мы обещали, мы договаривались вернуться, возвращаемся. Хорошо, я не буду говорить про ситуацию с Куштау, там кто выходил, кто не выходил. Единственное, мне вот дальше есть опасения. Диалог состоялся, да, вот Ради Фаритович, да, он сейчас уже за народ пошел. В принципе, давайте не будем забывать, что Ради Фаритович Турата у нас спас. За этим конфликтом мы немножко забыли. Сейчас у нас уже, ладно, Куштау, все спасено. Я очень опасаюсь, знаете чего? Того, что вот этот диалог, на который ориентированы были, он будет потихоньку сворачиваться. Диалог между властью диалог и между жителями? экозащитниками, это Рустем Маратович знает мои горячие дискуссии. Во-первых, давайте вот возьмем чуть дальше. Когда горел Бурзянский лес, вот эти же ребята зауральские на своих машинах, на своих бензинах ехали тушить свой лес. Это не простые ребята, это большая, в принципе, активная сила, с которыми надо будет считаться. У нас поступает звоночки уже с Сибаем. Люди недовольны, допустим, руководством, как руководят Сибаем. Если мы будем на это закрывать глаза, вы еще что-нибудь получите, какое-то очень активное движение. Зухра, резюмируй, пожалуйста, да, вот я просто хочу сказать, что были пожелания, и они как будто вот не услышаны. Даже вот то пожелание, которое я высказала эмоционально, оно не услышано. Никто, во-первых, я очень прошу, будучи на БСТ, мои пожелания... Зухра, извини, Нет, вы меня перебиваете уже. Хорошо. Давайте вы меня не перебивайте. Просто рядом с тобой стоит человек, который может ответить на этот вопрос. Вы меня не перебивайте, раз уж позвали меня эмоциональную такую. Давайте вот так вот. За ту ложь, которая лилась все это время СМИ, я очень прошу, чтобы извинились те, которые за это отвечают. Это раз. Во-вторых, перестаньте ребят, экоактивистов, называть радикалами. Это продолжается, Рустем Маратович. Пока правоохранительные органы не дали оценку, перестаньте это дальше поднимать. Нету ваххабитов. Если там есть 1% какого-то движения, эти ребята ехали тушить пожар в Бурзянский лес на свои деньги. Эти ребята на свои деньги приехали на шахту. Перестаньте называть наших зауральских, челябинских, курганских, оренбургских, всех башкир ребят, перестаньте вешать ярлыки. Я это прошу на очень серьезном уровне, Рустем Маратович. Вы отвечаете, все-таки вы занимаете такой пост. Давайте тогда дождемся правоохранительных оценок. Вот вообще по всем вопросам давайте дождемся. Раз не снимают головы Ильшимбая и ждем правоохранительных оценок, давайте не будем называть ребят радикалами, тоже дождемся правоохранительных оценок. Хорошо. Все. Можно присоединиться? Значит, Давайте. просто Азат как раз, вот я по нему уже понял, что ему есть что ответить. Ну, тем более, что это чиновник, который отвечает, хорошее слово чиновник, который отвечает за это направление работы. Зухра, мы тебя очень любим и ценим. И после твоего эмоционального выступления в прошлый понедельник мы с тобой общались. Да. Я говорил, что ничего там не поменялся?
Нет, я сказал тебе, что комментировать я не буду содержание, да, но мы увидели твою смелость и твою искренность, что тебе все это не безразлично. Вместе с тем, ну, по Бурзянскому лесу, давай будем объективны, ехали и волонтеры Единой России туда, ребята. Об отношении ребят к земле своей. Да, понятно, оно у всех нормальных людей такое отношение. Туда ехало очень много небезразличных людей и тушить лес, и я уверен, если понадобится вот помощь всех ради спасения природы или еще чего-то, ну не дай бог, также отзовутся много людей. Это во-первых. Во-вторых, ну, и ты знаешь, что мы готовы, во-первых, работать в направлении объединения. Мы этот процесс начали. Из уст главы республики прозвучало, что, ребята, мы ошибались, мы не так оценили ситуацию, мы поправим обстановку. Поэтому что за неделю должно было произойти такого? Это же сложные процессы, при которых необходимо выстраивать эту систему. Рустам Маратович, поэтому не надо вешать ярлыки. У меня есть предложение. Ну, сейчас на секунду. Вот по поводу, давайте по поводу ярлыков. Вот, Зухра, я с вами и в сетях об этом говорил, и сейчас вам скажу. На Куштау было 99% экозащитников. Но там был 1, а может быть 2, а может быть 3% радикалов. И не надо говорить, что тот человек, который проломил там голову замначальнику управления Росгвардии, который просто защищал, там, разводил их, что там не радикал ему кинул это. И там были и с той, и с другой стороны эти радикалы. Не надо думать, что там защищали только экоактивисты одной национальности. Там были экоактивисты разных национальностей. Движение, да, поэтому абсолютно. я об этом тоже вам говорю. Вы эмоциональная девушка, но я тоже могу эмоционально вам ответить. Поэтому... Рустем, Зухра, да, у вас, вы оба имеете право на собственное мнение. Ты выразила свою позицию, да. А просто Зухра, видимо, беспокоится, что ее мнение, может быть, недостаточно слышат. Может быть, как-то не делают по нему выводов. Вот я вижу даже вот по нашим сегодняшним собеседникам, по гостям, что и Азат, и Рустем, они слышат. С вашего позволения, можно предложение сделать, вот как раз-таки, вот, наверное, с точки зрения вот такого нахождения общего языка? По поводу отдельных случаев, если кто-то себя вел радикально на горе, наверное, да, каждый отдельный случай надо разбирать. Не разбираются. Да, и они разбираются, это замечательно. Но действительно есть во всей этой истории, да, вот молодые ребята под названием БО «Башкорт», организация, которая признана Верховным судом Республики экстремистской. Эту сноску приходится делать. Конечно. И вот как раз-таки проблема и последующих переговоров после Куштау, она стала усложняться из-за того, что вот как бы есть эта история. Я как журналист наблюдал за этой процедурой и могу сказать, что у меня лично остались вопросы к той процедуре, которая привела к решению суда. Я бы вот сейчас, наверное, для того, чтобы это какое-то в мирное русло эту историю привести, инициировал бы повторное разбирательство вот по этой теме, внимательное, с привлечением широкой общественности. Какие кейсы конкретно ты имеешь в виду? Поясни, пожалуйста. Возможно, наши не все зрители поняли, да, о чем я. возможно, да, зрители БСТ об этом не в курсе. Был иск прокуратуры, который, значит, потребовал у суда признать вот эту неформальную молодежную организацию «Башкорт» экстремистской. Суд начался у нас зимой, в мае он завершился, и были у них свои аргументы. Так вот, эти аргументы суд принял и принял соответствующее решение. Но вот те аргументы, которые суд рассматривал, не являются они железобетонными, по мнению многих наблюдателей, скажем так, да, и экспертов, которые за этой историей наблюдали. Если есть какие-то другие доказательства, о которых, возможно, мы не знаем, надо было бы их предъявить, и тогда решение суда не вызывало бы вопросов у, опять же, независимой прессы и посторонних наблюдателей. Но опять же, это вопрос, который лежит в правовом поле. Конечно. Понятно, что сейчас приказать суду там ни глава республики, ни даже глава государства не может. Но у нас есть структура, у нас есть, я не знаю, парламент тот же самый. Есть люди, которые вправе подать прошение, не знаю, там, жалобу какую-то, не знаю, проверку прокурорскую инициировать. Короче говоря, эту историю, мне кажется, можно вот в том числе в этом смысле пользу извлечь из нее, ввести в правовое поле ребят, которые не по своей воле оказались вот в этой истории. Руслан, мы поняли, да, я прошу прощения, давайте с федеральными экспертами, потому что люди в Москве на связи и ждут. Давайте мы еще поговорим с еще одним экспертом. Это Елена Акинфовна Шаройкина, глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты Российской Федерации. Кстати, где буквально в начале сентября будет организован
проводиться круглый стол именно по теме Куштау. Так, Елена? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, насколько глубоко вы в теме Шиханов? Я думаю, что в теме Шихан глубоко уже вся страна. Если, как вы сегодня цитировали Максима Галкина, если уже у нас актеры, телеведущие делают заявления, то глава комиссии Общественной палаты по экологии что-то про это слышала. Как вы оцениваете ту ситуацию, которая складывается, и как вы считаете, теперь судьба Шихтану ясна? Шиханов, я бы даже сказал, целой гряды. Руслан, вы знаете, вы сказали о том, что мы готовим круглый стол в Общественной палате. Это правда. 2 сентября в Общественной палате пройдет круглый стол, и там будут присутствовать самые разные люди, разные эксперты. Но я очень рада, что присоединился Координационный совет по защите Куштау, и будут присутствовать коллеги оттуда, эксперты, которых лично коллеги приглашали. Так вот, я уже синхронизировалась с настроениями Координационного совета и защитников Куштау. Я вам скажу так, что вот лично я буду спокойна, когда окончательно все произойдет. Когда, вы имеете в виду документальное оформление? Да, это не значит, что я ни в коей мере не доверяю власти. Совершенно очевидно, что все произойдет, но я думаю, что окончательный вздох облегчения у всех будет тогда, когда Шихан получит статус ОПТ или регионального, или федерального значения. Кстати, это еще и вопрос, как лучше, и в том числе этот вопрос мы будем обсуждать на круглом столе. Кстати, мы пригласили вашего главу Радия Хабирова. У нас круглый стол называется «Сохранение Куштау и экологичное будущее содового производства». В том числе там мы будем говорить о той самой ответственности предприятия, которое могло бы использовать, возможно, альтернативные методы, более экологичные для работы по своей собственной работе. Елена, вот я прошу прощения, да, Елена, вот как вот вы изучали работу, построение работы башкирской содовой компании, да? Вот как вообще вы оцениваете по отношению к охране окружающей среды? Можно дать такую оценку? Смотрите, мне было очень интересно, благодаря тому, что я выхожу в эфир вот уже под конец передачи, мне было очень интересно послушать ваш разговор, мнение экспертов. Я абсолютно поддерживаю уважаемого драматурга Зухру. Я, к сожалению, не все фамилии, имя, отчество запомнила. Прекрасный человек, железная женщина. Я хочу поддержать то, что она сказала, категорически против, чтобы экологов называли радикалами, экстремистами. Согласна, что эти термины можно употреблять только после судебных решений. И хочу просто ее поддержать и всех защитников, пользуясь тем, что выхожу сейчас в эфир вашего башкирского телевидения. Что касается позиции компании. Насколько я понимаю, в принципе, это не единственный Шихан, который, или не единственное место, которое содержит соду. Насколько я понимаю, что есть и другие... Известняк. Да, есть и другие источники, где можно добывать. И насколько понимаю ситуацию, что просто в другом месте это чуть дороже, и прибыль компания теряет. Я отношусь и к данной ситуации, и к ситуации с Норникелем, который сейчас, как вы знаете, будет ликвидировать вот результаты аварии. Однозначно. Многомиллионные, даже миллиардные дивиденды компании выводят в офшоры, справедливо сказал президент. Даже не выводят, пускай в офшоры, выводят в карман акционеров. И мне кажется справедливым, чтобы бизнес делился с регионом, в котором он живет, страной, с которой он живет, и в первую очередь защищал природные богатства этой страны. Ведь нюанс в том, что природа принадлежит каждому из нас. И когда кто-то за счет будущих поколений покупает себе яхты, дома, строит замки, и мы обсуждаем, насколько уменьшится прибыль компании, если компания будет больше тратить на вопросы экологии или разрабатывать более экологичные методы или более экологичные места по добыче известняка, мне кажется, это очень странный вопрос. Компания должна в первую очередь, зарабатывая прибыль, думать о той территории, где она зарабатывает эту прибыль. Безусловно. И, к сожалению,
в экологии можно сделать так, что можно навеки испортить экосистему. Экосистема Шиханов уникальна. Краснокнижные животные, вы все это прекрасно знаете, и мы уже, я в самом начале сказала, и мы уже это всей страной хорошо знаем и понимаем. Поэтому, в принципе, справедливо кто-то говорит, а вы, по-моему, даже говорили, Руслан, что если Путин в курсе, то все вопросы будут решены. В вашем случае ситуация все-таки, повторюсь, лучше. Почему? Потому что не пришлось вмешиваться лично президенту, точку поставил глава республики. Это прекрасно. Не всегда действительно нужно ждать, когда вмешается президент. И вот, но в данном случае, в данной истории президент вмешался в истории с возвратом под контроль государства башкирской содовой компании, которая, как он сказал, чудесным образом ушла в свое время. Да, и вот смотрите, и это тоже заслуга защитников Куштау, потому что если бы не был поднят вопрос на федеральный уровень, то и не было бы такой большой активности, то, наверное, президенту бы и не доложили об этой ситуации. Я просто хочу сказать Зухре, что, очевидно, президент не может знать о каждом предприятии, о каждой ситуации. Очевидно, это в том числе задача республиканской власти решать эти вопросы. В данном случае я вижу, что ваш руководитель ведет себя максимально эффективно. Если он принял это решение, и я уверена, что он доведет его до конца. Поэтому надеюсь, что вот то общее облегчение, с которым все сейчас говорят, знаете, на выдохе, как бы уже улыбаясь, уже вспоминая, оно таким и останется. Я надеюсь, что больше никогда на Шиханах защитникам природы, защитникам вообще достояния республики собираться не нужно будет. Елена, мы все на это надеемся. Большое вам спасибо, что вы приняли участие. Большое спасибо за экспертную оценку. И, конечно, мы уверены, что представители республики и, возможно, Ради Хабиров примут участие в круглом столе в общественной палате. До свидания. Вы знаете, мы его пригласили лично, поэтому очень ждем. Спасибо. До свидания. До свидания. Уважаемые коллеги, в продолжении разговора, да, просто мы тоже не можем долго заставлять людей ждать, потому что они сидят и ждут на связи. Разговор действительно очень предметный. И это как раз те выводы, которые мы все должны сделать. Просто вот как раз Азат начал говорить, и мы ушли на связь. Ну, у нас разговор ушел немножко в сторону, более шире, чем ситуация с возвратом госсобственности и горой Куштау. Оппонируя, наверное, или дополняя, может быть, Руслана, там же все в апелляции рассматривается сейчас. Поэтому повторный пересмотр, вот он идет, это немножко, мне кажется... Больше контроля общественного. Вы знаете, мне вот одна фраза запомнилась, по-моему, из первой встречи с активистами, давайте так их будем называть. Я всегда подбираю очень корректные формулировки и выражения. Хабиров сказал: ребята, давайте все выдохнем. Понятно, что эмоции перехлестывали. Понятно, что там в запале чего не скажешь, да. Но при этом надо контролировать, конечно, себя, да. И я уверен, что сейчас вот на выдохе мы сможем, да, спокойно во всем разобраться. Возможно, вот как, Руслан, ты говоришь, возможно, и что-то в этом направлении тоже сдвинется. Вот это не все так просто, это не все так быстро. С этим как раз, говоря о выводах, вот два очень важных вывода. Ради Фаич предложил на встрече с экоактивистами, защитниками Куштау, все-таки то предложение, которое было у горы сформулировано, о том, чтобы создать все-таки координационный совет. Это предложение ведь присутствует. Почему мы об этом не говорим? Почему мы не создаем этот насколько, допустим, я понимаю, да, со стороны, сейчас, извини, имелся в виду координационный совет по судьбе Шихана. Нет. Но вроде бы как судьба Шихана решена. По сырьевой проблеме БСК, он в целом. Я считаю, что шире. Я дополню. Да. Так вот, Зухра, по поводу диалога. Власть открыта к диалогу, она его предложила, то есть все условия, которые были озвучены со стороны власти, были выполнены. И здесь Руслан не просто наблюдал за этим процессом, он активно содействовал формированию этого диалога. Мы в определенный момент такими партнерами-коллегами были на прошлой неделе, отрабатывали. И я, и Руслан, мы несколько удивились тому, как этот диалог произошел, вернее, его не было. Поэтому
это первый момент. Второй момент. Ну, Получился ультиматум в какой-то степени. Да. Ну, СМИ акцентировали, да, на наличии представителей запрещенных Верховным судом организаций. СМИ акцентировали на наличии ребят религиозного течения, фундаменталистского толка, да, радикального. Ребята, ну, надо сказать, в пятницу они подтвердили свое отношение к этим религиозным течениям. Это аналогия с чеченскими сепаратистами и так далее. То есть здесь мы же ничего не дискредитируем. Ни БСТ, ни Башинформ. То есть это поведение самих ребят. Поэтому сейчас мы уже уходим вообще вглубь той темы, которую мы сегодня обсуждаем, на самом деле. Башкирская содовая компания, да, всегда в последние годы в качестве основных аргументов своих приводят то, что они являются градообразующим предприятием, несут на себе высокую социальную нагрузку. Понятно, что создают рабочие места. Насколько вообще это соответствует действительности? 20 лет назад, да, сода действительно в Стерлитамаке была градообразующим предприятием. Но давно все социальные объекты списаны с баланса. Действительно, как Путин справедливо сказал, это просто бесконтрольное выкачивание денег в офшоры. И кроме зарплаты, там, да, НДФЛ, каких-то мизерных инвестиций, люди и жители Стерлитамака, бывшие работники соды, с которыми мы пообщались, они говорят, что ничего не видят. Вот давайте если они готовы, давайте послушаем эти мнения. Мы за то, чтобы возвратили государству акции, потому что одно дело Куштау, вот правильно сделали, все встали и нас услышали, а другое дело, чтобы это государству возвратили. Это должно быть такое предприятие большое, должно быть государственным, я считаю. Конечно, надо возвратить положительно, но это государство будет, значит, немножко хоть и государство и нам будет помогать и в области пенсии, в решении социальных вопросов. А то все идет же за рубеж. Все недра, все богатства должны принадлежать народу. Так что я поддерживаю, конечно, возврат. Сохранится, прежде всего, уникальные шиханы. Это природное богатство народа, всей нашей страны, всей нашей большой России. Мы требуем конфискации этого БСК и передачи его в руки собственности Российской Федерации. Если государство будет выполнять обязанности перед народом, эти деньги будут выходить на благо народа, тогда да. Все доходы уходят частным лицам, государству никакой выгоды от этого нет, от этой компании. Если будет государство, то я надеюсь, что все-таки государство как-нибудь позаботится о городе, о республике на эти доходы миллиардные. Пусть государственный будет, как раз любой завод перечисляет в городской бюджет деньги. За это все делали, строили. А сейчас где это? Этого нету. Частники-то кто? Что хочу, то и врачу. Хочу помилую, хочу казню. А тут хоть какая-то управа будет на них. А это должно быть народное. Можно же другие какие-то найти эти решения. Сейчас у нас наука до чего дошла? Все можно. Вот, собственно говоря, мы услышали мнение жителей города Стерлитамака. Давайте будем откровенны, да, мы понимаем, что сода – это уже не то предприятие 20-летней давности, когда действительно на нем держался половина Стерлитамака. Рустем, вот что вы скажете по этому? Я согласен, но второй вывод, который мы должны для себя сделать из этой всей истории, то что когда 5 собственников владеет таким огромным предприятием и высасывает отсюда наше природное богатство и не вкладывает, в принципе, загрязняя нашу экологию, это вызывает справедливое возмущение граждан, неравнодушных граждан. Поэтому, с моей точки зрения, мы должны сделать прежде всего выводы в части того, чтобы не допустить этого в дальнейшем. Что здесь можно сделать? Первое. Экологический кодекс. Он у нас был принят в 1992 году. В этом кодексе нужно поставить препоны для того, чтобы вот так варварски относились к природе. Второе. Конституция республики, она сейчас тоже будет видоизменяться. Нужно предусмотреть и, может быть, даже вписать в Конституцию, если не в экологический кодекс,
вписать прям вот эти объекты, те же Шиханы, те же, я не знаю, там, Иремель, но те наши сокровищницы, которыми мы дорожим, чтобы потом, в принципе, все равно, ведь если мы изберем, допустим, выберем эту конституцию на референдуме, не так просто сделать другой. То есть нужно сделать препон. Рустем, да, Рустем, вспомни, пожалуйста, Тратау, несмотря на свою сакральность, несмотря на статус памятника природы, находился под угрозой, под реальной угрозой. То есть сам по себе статус это еще не, это не гарантия 100%. Но я думаю, что если в Конституцию, которая принята будет всем населением, внести, то повторный референдум провести будет сложно. Может быть, надо внести в Конституцию Республики Башкортостан. Зухра правильно вспомнила. На самом деле многие стали забывать, что сделка по Куштау, главным ее основанием было то, что Тратау оставили в покое. Да. Так ведь было. Это так ведь было. И самое главное, отказались снимать этот статус. Он региональный. Его хотели снять, запустить процедуру. Это о чем мы говорим, о чем мы говорим. И последнее, третье, я согласен с жителями о том, что, конечно, вот такие объекты, которые разрабатывают наши природные ресурсы, они должны быть все-таки в руках государства. И в 2013 году наше прежнее руководство совершило как минимум ошибку. Я думаю, что в этом правоохранительные органы должны разобраться. Ну, это уже правовая оценка, потому что мы все прекрасно понимаем по умолчанию, что у этих событий была подоплека определенная. Да? Вот, резюмируя до рекламной паузы наш разговор, до рекламной паузы, Азат, коротко, все-таки, что будет дальше? Дальше, я надеюсь, что светлое будущее. Куштау будет жить, это главное. Куштау будет жить, народ отстоял гору, Хабиров вернул предприятие. И сегодня в этом предприятии я не соглашусь, что оно не градообразующее. 10 тысяч человек рабочих умножайте на 3, плюс там условно под 100 тысяч, там еще со смежными подрядчиками, под 100 тысяч населения формирует свою покупательскую способность через БСК. Соответственно, это и магазины, и кафе, огромное и прочее, влияние соды на жизнь Стрейтамаки никто не отрицает. Да, поэтому оно градообразующее. В этом предприятии мы нуждаемся. Но мы нуждаемся и в экологии, и в наших природных объектах. И мы нуждаемся в справедливости. Нужен баланс. А экономика республики нуждается в контрольном пакете акций. Зухра. Я, знаете, что хочу сказать? Вот диалог сейчас произошел, такой на экологической почве, да? Но то, что вертикаль власти у нас требует пересмотрения вообще всего, и я об этом говорю даже на примере Министерства культуры, где никто не сдвинулся, мы сколько говорили о проблемах, все остались на своих местах. Очень много проблем у нас вообще по вертикали власти. И если мы начнем говорить, давайте говорить всегда открыто. Что ты имеешь в виду? Социальный лифт? Слышат ли люди друг друга? Не слышат. Вот то, что было коммуникации. сейчас. Проблема в коммуникации. Что было до Куштау? До Куштау было, как было? Не лезьте. Это наша команда. Вот это наша команда, а вы не лезьте. Не вписался в команду, иди шуруй отсюда, ничего не получишь. Вот, было так. А теперь я хочу, чтобы везде, в любом министерстве, в любом... То, что у нас вертикаль власти до сих пор делится на кумовстве, свой не свой. Мне кажется, вот сейчас вот это должно разрушаться в принципе как карточный домик, если мы хотим... В общем-то, если уже Башкортостан, как первая республика в те времена, уже заложила основу гражданского общества, давайте продолжать диалог на любом уровне. У нас очень много проблем. Как говорится, твои слова, власти на конкретных примерах. Давайте, вот вы сейчас говорите о кумовстве, говорите о каких-то... Давайте конкретно скажите, где кумовство? Нет, я сейчас не могу вам сказать. Давайте вот, допустим, конкретно... Кто кому кум, да? Допустим, вы собираетесь на личности переходить? Я прошу прощения. Я приведу пример. Просто в эмоциональном запале мы сейчас можем кого-то просто обидеть. Нет, Рустам Маратович, что для меня лично, вот до Куштау, я очень надеялась на то, что вот эта власть придет. Я сама голосовала. И я очень много предложений вносила, в том числе по культуре. Для меня лично, как деятеля культуры, для меня ничего не изменилось. Я опять оказалась за бортом, потому что у нас
не поменялось. Ни один руководитель, ничего не поменялось. Осталось то же самое. Те люди, которые ратовали за справедливость, в итоге они судятся, им 100 тысяч Я штраф приглашаю прописали. вас в наш партийный проект «Культура малой Родины» и «Культура вообще». Да. И давайте, мы вас сделаем сопредседателем. Давайте, и вы там это кумовство разрушаете. Отлично. Давайте снизу разрушим это кумовство. Это конкретное конструктивное предложение. Да, Зухра, я согласен. Рустам, да. Вот я за диалог, чтобы диалог сейчас уже был. Иначе Диалог мы должен опять быть. забудем, понимаете, эта история Зухра, Тем более, забудется. вспомните Зухра, по ты- Бабиче, когда вы поставили в свою позицию, хотя эта позиция была непопулярная, мы вам дали слово и готовы давать это слово все время. Я была Рустем. на общественных слушаниях и видела весь этот фарс. Рустем, После Зухра, этого были у по-моему, нас. очевидность диалога уже очевидна всем. Вот давайте на этой оптимистической ноте мы все-таки переключимся на рекламную паузу. А вы, уважаемые зрители, пожалуйста, не переключайтесь. Мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Родина вас включим. У нас там руководит этим проектом Майткулова. Пойдете туда, чтобы там как-то... Еще раз. Нет, ну давайте мы сделаем для вас отдельный проект. Давайте мы сделаем отдельный проект. У нас не обязательно там, у нас что, одна Айткулова? У нас не одна Айткулова там. Очень живо Оказывается, да. Вы Шашкова тоже обвиняете. Значит, давайте менять. И Шашкова у нас тоже в этом плане есть. Я бы гостям стаканы поменял бы. И мне бы добавил. Руслан, можно скомандовать воду, поменять? Мы готовы вас включить, чтобы вы меняли эту ситуацию. Мы готовы вас предоставить вам площадку. Вот такая вот. Ты ко мне придешь, да? А то диалог. Ты со мной... Подожди. Я что предлагаю? Подожди. Сейчас мы пойдем дальше обниматься. Смотри, здесь. Мне тут микрофон. Ты вносишь очень разумную воду. Данный вопрос, который сказано, обсуждается. Но это, знаешь, крокодилы не ходят назад. Крокодил это государство. Оно вперед может ходить, назад очень сложно. Ну, вы посчитайте до 10, кто с микрофоном, пожалуйста, слева направо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До 10 посчитайте, пожалуйста. Расих Хакзамович Хамитов, советник главы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всеволод Спивак, экономист. Нормально? Отлично. Александр Шильдяев, министр промышленности и энергетики. 1, 2, 3. Спасибо. У вас
И снова здравствуйте. В эфире БСТ, программы «Вечерний телецентр». Я Руслан Шарафудинов. И сегодня мы обсуждаем с нашими гостями в свете заявления президента России Путина дальнейшую судьбу башкирской содовой компании. Слава богу, судьба Шихана Куштау уже, наверное, решена. Здравствуйте, уважаемые гости. У нас в студии новые гости. По-прежнему с нами Руслан Валеев, шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе. К нам присоединились Расих Акзамович Хамитов, советник главы республики, вновь назначенный советник главы республики по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности. Всеволод Спивак, экономист. И Александр Шильдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы продолжаем тот разговор, который мы уже ведем примерно в течение часа, да? Возвращаясь к основной теме нашего сегодняшнего обсуждения, о дальнейшей судьбе башкирской содовой компании. Александр, вот мы до этого уже здесь говорили, насколько башкирская содовая компания продолжает соответствовать критериям градообразующего социально ответственного предприятия, учитывая минимум инвестиций, максимум дивидендов? Да, как вы уже сказали, что минимум инвестиций, так это и есть. Даже если брать в сравнении с другими предприятиями, ну, аналогичными предприятиями по выручке, по прибыльности. То есть при чистой прибыли там 15 миллиардов, 2,5 пускать на инвестиции, причем не увеличивая это ежегодно там, с 2013 года, хотя прибыль растет, инвестиции те же самые. То есть мы понимаем, что здесь ни в какую там модернизацию, в тех перевооружений, либо в разработку новых месторождений, либо улучшение технологий, которые сегодня используют, то есть не было. По тем дивидендам тоже, если смотреть, то есть часть же у нас идет государство, ну, нашей республики через Рекфонд. Здесь мы понимаем, что это у нас, опять же, инвестиции идут на промцентр, корпорация развития, индустриальный парк Уфимский, то есть часть спорта. Ну, то есть, те деньги, которые получает республика от СОДы, от БСК, да, они идут на развитие. Они идут на развитие. развитие. Те деньги, которые получают, давайте больше, честно говорить, акционеры БСК, да, в карман, они идут, да, как сказал Владимир Владимирович, они идут в офшоры. Да. В офшоры. Поэтому, да, действительно, 8 тысяч сегодня работающих, ну, с семьями, 48 миллиардов выручка у них. То есть действительно градообразующее предприятие, но собственники ведут себя... Вы знаете, очень интересный вопрос, Александр, и он к вам, да, потому что вы представитель правительства. После первого заявления Хабирова о возможности возврата акций обратно государству, какова была реакция руководства БСК, ну, БСК, который находится вот здесь, в Стерлитамаке? Или, может быть, с кем-то еще общались? Вот даже взять месяц назад мы выезжали к ним на предприятие, то есть основная задача сегодня у Радия Фаридовича и у всего правительства – это инвестиции, с одним проектом по цирконию и титану. То есть проектом оценили в 35 миллиардов, БСК ходит уже несколько лет. Но так как этот проект надо подталкивать, тоже поехал туда на предприятие посмотреть, все оказалось так, чтобы, ну, замылить глаза, не знаю. Сказать, что мы делаем новый проект, в котором получаем там углекислый газ, будем получать, и отходя от известняка, ну, возможно. Ну и тем самым дело, что да, мы идем, но никакого технико-экономического обоснования нет, все на словах. Поэтому как только... Да, ну, так и есть. Поэтому как только Радий Фаридович сказал, что будем забирать, но никакой обратной связи уже от предприятий нет. Ни по инвестициям, ни почему. Ну, то есть вот они сразу заявили. Их заявление можно назвать шантажом. В принципе, это шантаж. Ну, так и есть. Да, мы не будем выплачивать то, что должны уже, там 600 миллионов, да? Мы будем сокращать рабочие места, сырья больше нет, останавливаем производство. Как инвестиций как не было, так и тем более не будет. Ну, а те же самые деньги, если смотреть, там 1,5 миллиарда все-таки на торговый дом Башхима в Москве содержание, это реальная цифра? Ну, цифры... 1,5 миллиарда рублей в год на содержание офиса в Москве, да? Да. Ну, Полянка – это центр Москвы. Ну, дорогая аренда, видимо, да? Ну, если позволите, в защиту БСК скажу, что потом следом последовало заявление, что мы будем тянуть до последнего и все обязательства будем выполнять по поводу 700 миллионов рублей и так далее. Ну, агентству, не помню какому, федеральному, был комментарий вчера. Это был дополнительный комментарий? Да, дополнительный. Видимо, чтобы как-то сгладить реакцию. Расих Акзамович, вот, во-первых, мы видели первую встречу, на которой вы присутствовали, где вы выразили свою позицию и мнение, что неоднократно, еще в 90-е и 2000-е годы, неоднократно предлагались разные варианты сырья для соды, для БСК. Да, Руслан, это правильно, потому что те времена, трудные времена, зная, что запасы Шахтава, верхняя часть, заканчивается, государство, вот республиканский бюджет и федеральный бюджет потом, после 2000-х, вкладывало инвестиции,
сами бюджетные деньги на доразведки нижней части Шахтала. Вот 94 по 2002 год, 8 лет. Представляете? А примерно вот по вашим, ну, как примерным оценкам, да, насколько еще может хватить, на сколько лет работы может хватить? Сегодняшняя отметка, которая 127 метров, до нулевой отметки, до которой разведка велась, еще 127 метров. То есть еще 200 миллионов тонн 200 миллионов тонн. качественного известняка лежит в нижней части. Сколько они потребляют в год? 4 миллиона. 4, да. Это 50 Это лет. максимум. 4 миллиона. Это 50 лет. Вот на 50 лет. Причина, То есть, ну, они причина в ободнены. чем, Расик Александрович? Причина в чем? Почему они упорно это- игнорируют это? Это же они ободнены. Чтобы их осушить, конечно, надо карьерным способом, надо осушить. То есть определенная технология водопонижения, водоотлива, очищения этих вод и сбрасывания качественной воды и То так есть далее. дополнительные затраты. Но это затраты значительно меньше, которые представляли правительство и нам. Понимаете? То есть забалтывание, вот экономические расчеты, которые представляли, они завышенные были. Мы говорили, и правительство, и им говорили. Но постоянно вот такое. Я правильно понимаю, мы все правильно понимаем, что их экономическая политика и риторика резко изменились после смены владельцев? Потому что мне сложно представить, что, допустим, ныне покойный, я глубоко уважаю, Титов, там мог бы кого-то забалтывать. Ну, все как было, так и было. Да, но я бы сказал, тогда был управляемый менеджмент, Руслан, понимаете? Оно было под контролем государства. Под контролем государства. Все-таки были у нас вице-премьеры и правительство понимали, что надо предприятие поддерживать. И задание было нам. Они сказали, найдите нам в радиусе 150 километров. А мы им нашли еще в радиусе 75 и 40 километров. Представляете? И это тоже им оказалось невыгодно. Расик Александрович, я хорошо помню, Да, как в уже 2018 году руководители СОДы, не будем называть их фамилии, утверждали категорически, что Куштау им не подходит. Да. Категорически, да? И настаивали на Тротау. Да. И как вот я потом уже слышал экспертные оценки, а все дело в расстоянии. В расстоянии от заводской площадки, да? Да. Все вот вы как экономист, как оцениваете, возможно, это не очень корректно, но все-таки, как вы оцениваете экономическую политику, которую вела в последние годы башкирская содовая компания, исходя из тех документов, которые они публикуют? Исходя из тех отчетов, которые они публикуют, ну, это уже общее место, все это говорят, происходит декапитализация предприятия, основные количество, сумма основных средств постоянно снижается, и то, что они называют инвестициями в модернизацию и развитие, не покрывает даже той амортизации, которая начисляется. Я прошу прощения, до капитализации это берутся какие-то заемные средства? Декапитализация. Я имею в виду, декапитализация. уменьшается сумма основных средств компании. А для чего это делается? Ну, это для чего не делается. Здесь, скажем так, много сейчас те события, которые произошли на Куштау, безусловно, сформировали абсолютно негативную повестку вокруг этой компании. Но при этом надо понимать, когда мы говорим модернизация, а они не знают источников сырья. Какие будут источники сырья? От сырья зависят технологические параметры, я так понимаю, правильно? После технологических параметров необходимо взять комплектацию оборудования для выполнения этих параметров. А если ты не знаешь этих параметров, а что сейчас делать? Куда модернизировать? А если ты не стремишься их узнать, потому что, допустим, вот, по-моему, Финагин, да, Финагин, фамилия его Финагин, я слышал его мнение, и он говорил, что еще в 2000-е годы рассматривался вопрос покупки каких-то супер немецких печей, которые там могли выдержать любые критерии. В этом же и заключается модернизация, разве нет? Ну, вы знаете, я думаю, что нет абсолютно универсального Или не было оборудования. такой цели у них просто? Нет абсолютно универсального оборудования. Покупать оборудование, не зная конечных параметров, это будет экономически неэффективно. Поэтому здесь логика их действий, она, в принципе, рациональна в данном случае. Наверное, так. Вы знаете, логика их действий понятна, может быть, олигарху, простому, обычному, нормальному человеку, она не очень понятна. Мы были сегодня в Стерлитамаке и записали несколько ветеранов соды, в том числе и ту женщину в красном, теперь уже знаменитую, да, которая прославилась в фильме RTVI «Ушнура». Давайте посмотрим.
Касаемо выступления президента нашей страны, да, оно было для меня даже немного неожиданным, но я очень рад, что власти в итоге услышали народ, услышали ученых. Очень жаль, что до этого, к сожалению, ученых не слышали, потому что свои опасения по поводу намерения разрабатывать шиханы высказывали ученые за много лет до этого. И геологи, биологи, химики, экономисты все как один говорили о том, что есть альтернативные месторождения. Также было решение Федерального совета по правам человека при президенте Российской Федерации, который также высказывали о том, что нельзя разрабатывать шиханы и есть альтернативные месторождения. Поэтому, естественно, жителей и народ услышали именно благодаря активистам, благодаря местным жителям, которые пришли отстаивать гору Куштау. Вот, и, к сожалению, то, что дошло именно до этого. И поэтому я надеюсь, что будет сделана переоценка действий тех активистов, которые 80 было задержано, которые на самом деле просто пришли отстаивать национальное достояние и из-за этого оказались за решеткой. Касаемо безопасности шиханов, я думаю, что на данный момент шиханы уже безопасны. Куштау присваивается статус особо охраняемой природной территории, и также огласка данных событий она получила даже мировой уровень, и поэтому я думаю, что сейчас уже речи о разработке шиханов быть не может. Полагаю, что с биологической точки зрения ценность Куштау уже опровергнуть невозможно. На данный момент времени, вот на сегодняшний день, описано 46 видов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан. 46 видов – это очень много. Например, на относительно большой территории Башкирского государственного заповедника описано около 100 видов. А здесь на горе площадью 5 квадратных километров 46 их. То есть половина практически из всех, которые есть, например, в Башкирском государственном заповеднике. Ценность несомненная с точки зрения природы. Поэтому, естественно, создание особо охраняемой природной территории в ранге памятник природы – это необходимо. Сомнения о том, что Куштау менее ценная, чем Юрактау или Таратау, уже ни у кого не должны возникать. Вот. Но есть проблема, потому что статус памятника природы, категория памятника природы, она не предполагает наличие постоянного штата сотрудников, которые будут следить за порядком на этой территории. Эта проблема давняя, она касается и Юрактау, и Таратау в том числе, так как неконтролируемый туризм всегда приводит к нехорошим последствиям. Люди просто ходят по краснокнижным видам, и необходимо зонирование территории, где рекреация, где заповедная зона. Все это необходимо распланировать, записать, запротоколировать и сделать. Так вот, памятник природы не совсем полностью может помочь в этом деле, в зонировании и в сохранении редких видов. Поэтому считаю, что необходимо объединить все шиханы и какие-то еще определенные природные ландшафты в единую такой комплекс. Национальный парк определенно наилучшая категория. Именно национальный парк, так как имеет национальный парк штат охранников, штат защитников, гидов и прочих сотрудников, которые будут помогать в охране вот этого природного комплекса всех 3 шиханов, поймы Белой и, может быть, других красивых наших мест. Ну, уважаемые зрители, как вы уже поняли, это была просто маленькая техническая накладка. Сейчас выступали 2 наших известных ученых, Исхак Фархудинов и Максим Кривошеев, которые тоже принимали очень активное участие во всех этих событиях. Мнение ветеранов СОДы мы дадим чуть попозже. Возвращаясь к нашему разговору. Рафик Акзамович, да, все-таки сейчас процесс возврата под контроль государства СОДы будет, БСК будет продолжаться. Может ли республика обеспечить сырьем это предприятие? Я исхожу из того, все, что имеется в запасах и прогнозных ресурсах, они запротоколированы в государственном балансе. Это в федеральном реестре, в федеральном балансе. Это на балансе. То есть там имеются те месторождения, прогнозные ресурсы, которые мы поисковали, наши геологи нашли. Имеются конкретные месторождения, вот его запасы, глубина. То есть альтернативные источники по всей территории предостаточно. С огромным запасом, допустим, возьмем, если Худоладовское месторождение, там более 100 миллионов тонн. Открытые месторождения есть, которые разрабатываются, и еще есть в резерве.
Есть Альмухаметовская для цементного сырья. Знаете, 40% качественного сырья уходят на цемент. Разве это рачительно? Я прошу прощения, просто я не так детально знаю технологию изготовления соды. А правда, что известняк шихановский уходит на углекислый газ? Его сжигают? Да. Да. Вы знаете, мне нравится одно сравнение, которое Исхак Фархудинов приводит. Это все равно, что Фудзияму крошить на щебенку. Правда. Да. Ну, он еще говорил топить печку ассигнации. Да? Насчет Фудзиямы тоже очень красивый пример. Да. Александр, вот к вам вопрос. Да, рентабельность при этом же будет сохраняться, как мы понимаем? Вот смотрите, вот по Худолазовскому тоже говорили здесь, по месторождению. Когда речь шла еще, вот проект 2 года назад заходил Таурус с гумеровским месторождением, ну тоже было, включали в перечень приоритетным, потом... Ну, Гумеровская рядом, оно в Ишимбайском районе. И ее взамен как раз Худолазовскому. С Худолазовского месторождения привозили партию известняка на соду, чтобы они попробовали технологию. И сказали, что она категорически не подходит. В то же время по химическому составу она такой же, как в Березняках. Потом начали говорить, что где работает содовый завод. Да, то есть потом говорят, что расстояние теперь 500 километров. Ну, ребят, если там 12 миллиардов чистой прибыли, ну, можно один раз вложиться, сделать и железную дорогу, и все что угодно. Те же самые составы. Уважаемые гости, Александр и Всеволод, да, вот вы как экономисты, это вопрос просто то, что акционеры могли лишиться сверхприбыли, но рентабельность предприятия, причем прилично, остается, так? Ну, судя по всему, рентабельность бы осталась, но когда мы призываем бизнес не экономить, это все равно, что волку говорить не есть мясо. То есть бизнес должен экономить и тем самым повышать свою эффективность. Это одна из его основных компетенций. И то, что они пытаются где-то найти что-то, что будет более эффективно в экономическом плане, это абсолютно нормально. Александр. Ну, действительно так и есть. То есть расчеты сейчас вот по другим месторождениям, их порядка 8 есть. Тех, которые уже разведаны, ну, на сегодня есть карты, все есть расстояние, есть те же самые тонны, километры по железной дороге, сколько вагонов нужно возить. То есть при расстоянии 500 километров от Худолазовска прибыльность сохраняется. Вот какой сейчас считается нормальной рентабельность вообще в промышленности? Сколько? 10% годовых, 20% годовых? Нет, ну, 30% годовых? Раньше работали, что 15 было хорошо, сейчас если с прибыльностью, там, не знаю, 3% работают. С учетом того, что банковские депозиты у нас сейчас сколько? 4%? 4,5%? Поэтому я говорю, здесь уже... Просто есть такое общее место, это уже всем известно, да, ну, раз Путин об этом сказал, что 106% дивидендов, да? Вот, Руслан, я бы хотел отметить вот, экономическую сторону. Если бы перевозки дорогие, если это не рентабельно, почему они правительство не обращаются? Или РЖД. Давайте применяем пониженные тарифы на перевозку, да? Или какие-то льготы. Вот такие меры я им предлагал. Понимаете, я предлагаю органам власти. Они это мимо ушей. Понимаете? Это разве менеджмент такой? Ну, по-моему, это не экономия, по-моему, это просто жадность. Вот, Руслан, вы давно этой темой занимаетесь. Вот вы как можете оценить мотивы, причины? Почему? Ой, ну как бы здесь я, наверное, отчасти соглашусь с тем, что сказал Всеволод, что действительно как бы у предпринимателя одна логика — экономить на всем, но с другой стороны... как бы инстинкт самосохранения? Вот, это же тоже рефлекс. Как бы надо, наверное, всему меру знать. И все-таки я вот, возвращаясь к тем тезисам, которые говорил в первой части нашей программы, наверное, в качестве арбитра властям страны и республики стоило вмешаться чуть раньше, да, и указать тому же бизнесу, что, слушайте, как бы вот если так дальше пойдет, то мы ни к чему хорошему не придем и придется поступать как-то радикально. К чему в итоге и пришли. А если бы, вот, наверное, какие-то такие ценные указания были даны раньше, то, возможно, они стали бы сговорчивее и в плане строительства дороги, возможно, железные там, и так далее. Ну, это хорошо. мнение. Вопрос с подвохом, да? Потому что вы можете позволить себе как журналист, возможно, немного больше, чем чиновник. Да? А подоплека есть у той сделки, которая была заключена в 2013 году? Вот вообще не... Я предупредил, вопрос не то чтобы подвохом. вообще, но, скажем, деталями... Не нужно давать правовую оценку. Да, но деталями той сделки я не владею, хотя, конечно, логика выглядит странно. Я имею в виду логика республиканской власти, которая тогда вот отказалась... Давайте так, да, вот вы все согласны с тем, что та сделка невыгодна для республики? Это так? Всего? Я признаю, эта сделка невыгодная была.
Тогда у этого С точки должен быть зрения какой-то... потери контроля, она, наверное, все-таки была невыгодной, но с точки зрения вот финансовых результатов сегодня было сказано, что между тем компания последующие годы стала перечислять больше. То есть качество менеджмента ли стало лучше, или просто стали совсем на всем экономить по-страшному, и тогда денег стало больше, не знаю. Но республика зарабатывать начала именно после 2013 года почему-то. То есть как бы у этой медали две стороны. Контроля лишились, но денег получили больше. И вот, кстати, с перспективой на будущее, если контроль вернется, наверное, стоило бы все-таки сохранить некоторые практики, возможно, эффективные, которые позволили все-таки им зарабатывать. Ну, конечно, при этом инвестируя в модернизацию, там, строительство дороги. А мы учитываем то, что они там списали с баланса все социальные объекты? Вот, ну, тут как бы я действительно не могу оперировать цифрами и данными. Но нам сложно об этом говорить. Надо разбираться, да, смотреть. Но И какая-то хотелось бы, кстати, чтобы это публично было. подоплека, видимо, была, да? Здесь немножко надо уточнить. Здесь выросла совокупная выручка, понимаете? Раз объединили, поэтому больше начали производить и больше отчисления. Здесь, если взять отдельно соду, здесь она стала даже меньше, понимаете? Потому что, знаете, сырьевая компания и завод строительные материалы образовали. У них непрофильные вот эти добычные активы, они же отделили от себя. У них, наоборот, выросла БСК, новая компания. У них оперативная вот такая прибыль, понимаете? То есть я правильно понимаю, что финансовые показатели сырьевой компании, которая до сих пор добывает известняк в Шахтау, она в эту совокупную не входит, да? Не, понимаете, вот добычная недропользователь, вот сырьевая компания, у него цеховая себестоимость. Если раньше работала бы сода, как сода была бы, это была просто цеховая себестоимость. Но сегодня они покупают у сырьевой компании эту руду дробленую, не руду, а известняк дробленый, это химический завод. Вы знаете, я думаю, не ошибусь, если скажу, что всем жителям республики все-таки будет спокойнее, и это будет справедливо, если они будут знать, конечно, что вся выручка и прибыль будет идти в бюджет, а не в офшоры. Поэтому разделить надо. Сырьевая компания, которая не дропользует, сколько он платит налогов, сколько он там выручку делает. И отдельно химпроизводство, содовое производство. Тогда будет картина ясна. А здесь мы говорим о совокупном каком-то... Ну, у них непрозрачная, по-моему, документация. Да, поэтому здесь надо разбираться. Все, вот из той документации, которую вы изучали, да, там что можно понять? Ну, кстати, документация у них относительно прозрачная, и надо сказать, что она заверена лучшими аудиторами, одним из лучших мировых аудиторов. Вот. На самом деле, чисто экономический эффект для республики от этой сделки, я бы не сказал, что он в рублях негативный. Это вопрос дискуссионный. В 2013 году УАСО додавал дивиденды 2-3 миллиарда, и пропорциональная доля республики от владениями в БСК сейчас республика получает больше, чем тогда. Ну, здесь надо смотреть, это вопрос менеджмента, или там, допустим, изменились затраты, да, но естественно, что когда мы говорим о владении государством, мы же говорим не только о деньгах, мы говорим и еще о социальной инфраструктуре, социальном контексте. Естественно, что частные инвесторы этим не занимаются, или, по крайней мере, это не приоритетно для них развитие. В чем здесь собака зарыта? И в этом плане республика, конечно, потеряла. В чем здесь собака-то зарыта? В чем? Если я правильно вас понял, да, при переходе в частную собственность, под частный контроль, да, вроде бы как выручка выросла. Но, тем не менее, мы не можем при этом сказать, насколько упали или выросли затраты. Опять же, разделение там на разные подразделения. Да. И по-прежнему утверждаю, и я уверен в этом, да, что, конечно, это будет справедливо и законно, и всем спокойнее, если все будут понимать, что выручка и прибыль соды, там, БСК, неважно, как она будет называться, да, будет идти в бюджет. Разве не так? Ну, это такая логика может быть применена к абсолютно любому предприятию, которое приносит прибыль. Понятно. Да, вот как я в первой части тоже сказал, что как бы не распугать бы инвесторов. Да? Инвесторы, которые идут в республику, должны понимать, что они таковыми и останутся и завтра. Без относительно соды, я имею в виду. Мало ли, какое предприятие, какая промышленность. Кстати, вот говоря, Александр, Руслан, а вот скажите, пожалуйста, да, все вот, репутация предприятия – это актив? Ведь мы понимаем, что сейчас репутация башкирской содовой компании, она либо ниже плинтуса, либо равна нулю. Это актив?
Нет, я считаю, желательно, чтобы это было. репутация компании – это люди, кадры, которые там работают, и управляемые, она не управляемая, но люди, которые там до сих пор работают. Это город, да? Но в данном случае сплоховал, я уверен в этом, сам менеджмент, понимаете, у них ориентация поменялась. Стратегии как таковой по освоению новых месторождений или технологий у них не было. Я вот это уверен. Я прошу прощения, вот только сейчас об этом подумал, да, а не приходила ли мысль такая, да, что к моменту заключения пакета этого сделки в 2012-2013 году они умышленно ухудшали показатели, что-то делали умышленно для ухудшения финансовых показателей, вот так сформулирую. Такое могло быть? Для того, чтобы купить дешевле? Скажем, да? Могло, потому что, да, Могло? погоня той же за прибылью и нерассчитанные отношения к природным ресурсам. Вот сегодня это экоактивисты, и все, мы, геологи, всегда были за сохранение шахт. Они еще раз напомнили о том, что не надо разбрасываться природными вот такими ископаемыми ради чрезмерного получения прибыли. Понимаете? То есть баланса не было. Баланса не было, это надо признать. Давайте все-таки посмотрим мнение ветеранов соды, башкирской содовой компании, которых мы в Стерлитамаке сегодня сняли. Я отработала всю жизнь на соде, и сода мне очень нравилась. На соде я работала потому, когда было Его Величество, рабочий класс был хозяин. А когда произошло, что завод ушел в частные руки, это не мой завод. Это завод частных владельцев, которые работают на себя. И обманутой правдой и пониманием, зачем рабочий класс работает и обслуживает этот олигархат. Рабочие соды были полностью дезинформированы. Они не знали всей правды, и им так заморочили голову, они не хотели о ней ничего знать. Это очень было страшно. Это был прямо Сталинград. Это колючая проволока, это была газовая атака, это были резиновые пули, это была стрельба. Это настолько противопоставил БСК гражданскому народу. Это ЧОП, который охраняет завод, это полиция, это Росгвардия, это все защищали большой бизнес, но не гражданское население, ни детей, ни стариков, ни женщин, ни на что не смотрели. Я сам специалист в области химии. Я предлагаю им и предлагаю сейчас свои услуги безвозмездные, если сами не могут найти способ выйти из положения, не разрушая природы, а работать исправно предприятию, то мы в любое время можем оказать помощь и для того, чтобы заменить технологию. Технологию необходимо обязательно менять. Думаем, что наконец все-таки наши действия не пропали. И они дошли, наши действия, до вышестоящих органов. Они дошли до Москвы, до правительства Российской Федерации. Вот. И Владимир Владимирович Путин справедливо поднимает вопрос разобраться, почему пошли производственники против народа. Пусть они вкладывают на модернизацию. Ну, живите вы хоть где, хоть на Луне. Некоторые руководители БСК говорят, вот все работают по Сальве. Да работают только те, которые расположены на берегу океана. И только мы обречены на издевательство, вот, находясь в середине евразиатского континента, имеем такое предприятие. Надеемся, что все-таки справедливость восторжествует, и переход в государственный фонд этих средств, а не какие-то частные лавочки, я думаю, что пойдут средства на социальные расходы нашего города, а не Кипра. Пойдут больше средств на оздоровление системы, на оздоровление вообще экологии нашей,
Стерлитамакского региона. Ну вот, кроме того, что они ветераны соды, да, и они еще жители деревни Урняк, которая непосредственно примыкает к Шихану Куштау. Вот то, о чем они говорили, Александр, да, в продолжении того, что они говорили, насколько современная либо отсталая технология, которая используется в башкирской содовой компании на содовом заводе? Смотрите, технология у них так называемая Сольве, да. То есть Мы просто не химики, да? Ну, я тоже не химик, но по роду деятельности сейчас приходится и химиком быть. То есть это сжигают известняк, получают углекислый газ, газообразный аммиак, смешивают с водой, то есть получают карбонаты. Карбонаты добавляют поваренную соль, получают пищевую соду, нагревают, получается кальцинированная сода. Ну, это в общих таких чертах. То есть поэтому в Китае та технология, которая безаммиачная там используется, у них углекислый газ уже там вырабатывают промышленные предприятия. Вот, по идее, у нас Газпромнефтехим Салават, ну, сейчас тоже поручение как бы есть изучать. То есть они получают там, ну, пусть не СО2, но СО сейчас. Возможно, там после каких-то технологий получать от них углекислый газ и использовать здесь в производстве. Но это пока такое. Сжигать известняк Шихана не слишком дорогое удовольствие на греке. Знаете, вот когда кудаланский известняк, почему не пошел, они сказали, они же сожгли, температурный режим подняли, всю эту известку сожгли, понимаете? И как будто не подходит. Но в целом, Руслан, я хотел одну вещь. Вот говорили, это метод Салведа, это 1860 года еще. 19 век. Да, 19 век. 1860 год, это как раз за год до отмены крепостного права, да? 25 лет я слышу, поменяйте технологию. Я подумал, вот есть у нас углекислый... Я прошу прощения, просто у нас на связи федеральный эксперт, да, член Общественной палаты России, комиссии по экологии Эльмурат Расул Мухамедов. Просто он достаточно уже времени ждет. Мы на связи с Москвой, привлекаем экспертов. Здравствуйте, Расул Мухамедов. Добрый день. Вы нас слышите? Да, слышу. Ну, вы наверняка слышали выступление Путина, наверняка в теме, в курсе ситуации общей вокруг Шихана и башкирской содовой компании. Ваша оценка этим событиям? Ну, наша оценка достаточно многозначная. С одной стороны, мы понимаем, что бизнес завел конфликт в ситуацию почти политическую. Но с другой стороны, мы считаем, что Ради Хабиров решительно вмешался в ситуацию и предпринимает там все возможные в данном случае усилия для того, чтобы ситуация вышла в нормальное русло. Ну и мы со своей стороны высоко как бы оцениваем позицию, что надо сделать особо охраняемую природную территорию на Шихане. И в том числе направили письмо Ради Фаридовичу на тему, что готовы помочь, поддержать, если будет принято решение создавать там экотуристический кластер. Элмурод, у нас большое Элмурод, да, я прошу прощения, да. Вот, насколько я знаю, вы сами предприниматель с опытом, да? Вот скажите, пожалуйста, по вашей оценке, должны быть у крупных бизнесменов какой-то инстинкт самосохранения? Они должны чувствовать ту красную черту, которую не нужно переходить? И вот в этой ситуации, которая случилась вокруг Куштау, как вы считаете, акционеры соды перешли эту черту? Ну, вы знаете, дело в том, что это будет ясно, когда правоохранительные органы с ними разберутся, перешли они черту или нет. Вопрос в том, что бизнес не должен свои проблемы перекладывать на власть, вот, и не должен пренебрегать. То есть любой бизнес, он все-таки не всегда для прибыли, а в том числе для того, чтобы люди, которые рядом живут, получали от этого какую-то пользу. Да, и бизнес должен это учитывать. У нас все-таки государство, скажем так, социальное, а не абсолютно олигархическое. Вот. И понятно, что учитывать мнение людей и в том числе и рассматривать какие-то альтернативные вещи, тем более, что эти предложения, насколько я понимаю, делались, это всегда необходимо. Но сказать, что с такими проблемами сталкивается только БСК и только в Башкирии, было бы преувеличением. То есть у нас это, к сожалению, повсеместная история. У нас очень много проектов находится в конфликте с гражданами и в том числе и в конфликте с законодательством. Но не на каждое такое предприятие обращает личное внимание президент Российской Федерации, да, согласитесь? Ну,
Скажу честно, не всегда региональная власть так вмешивается, да, приехать к людям и что-то сказать и так далее, так далее. Ну, я считаю, что в том числе была сформирована позиция президента в этой части. Ну, вы знаете, Поэтому... мы это в республике рассматриваем, вот то, что сказал Путин, мы это рассматриваем как поддержку позиции руководства республики, потому что первоначальная инициатива была власти местной, региональной, о возврате под госконтроль. Я про это и говорю, что практически руководитель Башкортостана в том числе сформировал позицию президента. Понятно. Понятно. Большое спасибо, Албурот, что высказали свое мнение, с нами пообщались. Большое вам спасибо еще раз. До свидания. Вам тоже спасибо. Вам удачи. Если нужна помощь, давайте говорить. Спасибо. До свидания. Ну, собственно говоря, вот сегодня все московские эксперты, да, с которыми мы общались, они примерно придерживаются одинакового мнения. Из Москвы, ну, все-таки у нас страна огромная, да, страна огромная. Действительно, Башкирия не единственный регион, где может происходить такая ситуация, да. Вот свежий пример, пожалуйста, Норникель. Ну, это корпорация планетарного масштаба, да, но просто, ну, тундра – это тундра, а Башкирия – это 4-миллионная республика, правильно? И здесь просто так заниматься каким-то промышленным произволом не так, видимо, легко. Так, Руслан? Да, конечно. И вот, кстати, в этой связи я бы хотел еще напомнить, что помимо сырьевой проблемы у БСК есть еще проблема накопленного экологического ущерба, о котором регулярно рассказывал, кстати, непрерывно рассказывал доктор химических наук Марс Сафаров. Это белые моря, это концентрация вот этих солей, которые вроде как сами по себе не столь вредны, но когда их концентрация в белой превышает определенные нормы, белая из пресноводной реки превращается в море, да? Но при этом там морская живность не заводится, а, соответственно, пресноводная живность погибает. Я считаю, что вот сейчас, пользуясь, как говорится, случаями ситуации, нужно в том числе и на это внимание обратить, как рекультивировать накопленный ущерб. Я прошу ущерб. прощения, вот справа от тебя, да, новоиспеченный советник главы по экологической безопасности. Ну, важно, чтобы проблема КМ-1, КМ-2, она реально глобальная, на самом деле. Да, она уже из локальной становится глобальной, потому что вот даже, Руслан, возьмите эту зону Ишимбай, Стальтамаш, Салават, район экологическая нагрузка выросла в разы. Это никто не замечает, потому что Шода добывает на 600-метровой глубине сырьевые растворы. Так ведь? Нефтяные разработки. Потом там есть Светайская полигон, все наши токсичные отходы там хранятся. Эта зона очень опасна, понимаете? Поэтому смотреть на это экологические вопросы сегодня крайне важно. И говорит о том, что там же еще 7 ядерных взрывов. По историям там, с Полиевым или с кем-то еще, мы понимаем, что у республики, у местной власти региональные ограниченные все-таки возможности влиять на такие гигантов. Рустам, Нет? Я бы сказал. У нас есть возможности, рычаги? У нас закон РФ об охране окружающей среды, там написано, какие полномочия совместные распоряжаться. Мы еще вот правоприменительной практики слабо используем. Нет тех органов, я уже говорил, горно-геологическая служба, которая была, следила, контролировала, выдавала лицензии. Нет уже его. Вот уже, знаете, сколько лет? 17 лет. Как мою службу расформировали, объединили, нету. Контроля, надзора нету. Уважаемые гости, да, вот Шихан – это святое, это понятно. В том числе но вот Шихан. есть такое понятие в последнее время, да, как он называется правильно? Экологический, как он? Когда в ущерб по промышленному производству выдвигаются заведомо невыполнимые требования. Бывает такое. Вот здесь министр промышленности, который кровно, как и все правительство, как и все мы, заинтересованы, чтобы предприятия работали, производили продукт и были рабочие места. С другой стороны, нам нужно сохранять природу, что тоже нужно, безусловно. Как соблюсти этот баланс, Александр? Есть золотая середина? Золотая середина, наверное, никогда мы не найдем. Но, по крайней мере, вот по соде, по тем соляным морям, опять же, это отсутствие инвестиций. То есть сегодня там есть технологии получать, есть там соль, есть известняк, получать силикатный тот же камень, ну, кирпич, но нужно, опять же, довложиться. То есть, к примеру, опять же, не знаю, Газпром Химсалават взять, 38 там, миллиардов чистой прибыли, 28 из них по прошлому году вложили в инвестиции. У нас такое ощущение, что там можно ставить скважины и добывать чистый нефтепродукт. Я к тому, что есть предприятия, которые, ну, возьмем маленький, не знаю, Уральский пружинный завод, частная компания, 300 миллионов, Белорецкий, да, 300 миллионов там оборот, 120 миллионов вклад в инвестиции.
работает там в убыток, он вкладывает в инвестиции, помогает всем. Ну, то есть он Это вкладывается. как хороший пример, да? Это как хороший я привожу. Поэтому и здесь я говорю, вот сейчас у нас, ладно, там с инвестиций как раз заходит на ту же самую Контюковку, есть инвестиционный проект, который заходит в особую экономическую зону Алга. Ну там эти нефтяные шламы, эти тополя, там что-то можно добывать, правильно? Нет, добывать можно, но надо же рекультивацию Я, собственно, делать. к чему увел? Вот нам кажется, что без средств федерального бюджета, без нас проекта «Экология» возможно. Тут не обойтись. Руслан, понимаете, вот национальный проект «Экология», там предусмотрены финансы. 30% дает федеральный бюджет, понимаете? 20% региональный бюджет, а остальные бизнес должен давать. Понимаете, так заложено. Если бизнес не дает, этот проект, эта программа не выполняется. Я вот отслеживаю ту программу, которую Путин поставил, национальный проект «Экология». У нас ведь ни один проект еще в этой части, вот экологического ущерба, о чем говорили, еще не выполнен. А Хипром? А вот Семеновский, вот ребята, вот Семеновский рудник, знаете, слышали, Знаю, да? Там бизнес сделал, они хотят сами санировать, а Химпром до сих пор стоит. Там ни одной копейки еще не вложено. Хотя они брали, бизнесу отдали, да, но пока мы еще не видим. Что-то там как-то не складывается, да? То есть разные источники, поэтому если солидарно вот эти деньги не вкладывать, никакая программа, никакой проект не будет выполнен. Это однозначно. Поэтому бизнес должен быть... А кто должен следить за этим? Бизнес должен быть социально ответственным. Да. Вот многие говорят, есть такое мнение, вот Всеволод сейчас еще раз высказал, такое мнение имеет место быть. Оно примерно там у 2-3%. Да, 2-3% респондентов. Да, что так можно отпугнуть инвесторов. Но с другой стороны, очень четкий сигнал крупному бизнесу: ребята, соблюдайте правила, не переходите черту. В конце концов, имейте совесть, да, и будьте людьми. Разве не так? Ведь разве могла бы случиться такая ситуация конфликтная, да, там, ну, тут мы все это видели, да, если бы башкирская содовая компания вела себя, ну, условно говоря, ну, по-русски говоря, по-человечески. Несла там социальную нагрузку, да, там, строила какие-то объекты, да, разговаривала с людьми. Василий Александрович. Изначально они поставили вопрос не так, понимаете, или, понимаете, философию? Ультиматум. Ультиматум, да, а не так. А мы говорим, бизнес и государство, говорим, и Куштау сохраняем, и предприятие работает, пожалуйста, вам альтернативные источники, но вкладывайте эти деньги, которые у вас есть. И государство поможет какими-то льготами. Вот этого механизма до сих пор нету. Понимаете? Они должны это понять. Если перейдет контроль над этой содой или башкирской содовой компанией, я думаю, эта стратегия должна разрабатываться и соблюдаться. Тогда будет порядок. Понятно. Ну, мы уже закругляемся сегодня, да, мы очень долго обсуждали эту тему, и поэтому давайте очень коротко, да, резюмируем наш сегодняшний разговор. Руслан, очень коротко, вот все-таки, буквально в 2 словах, какие для себя ты уже сделал выводы вот из того, что ты видел последние 2 месяца? И в чем участвовал? Да, так получилось, что я о своих выводах как-то сказал в самом начале, что действительно здесь как бы есть отрадная сторона этого вопроса, что удалось спасти Куштау, что удалось как-то хоть какой-то диалог наладить сейчас между, скажем так, активистами, людьми и властью. Вот. Но и вопросов открытых тоже осталось довольно много. Вот даже из последнего буквально диалога по поводу того, что БСК себя вели не очень, скажем так, прилично, ведь чувствовали они себя уверенно в этой истории. Они чувствовали, что у них есть какая-то поддержка, тыл за спиной, и поэтому чувствовали себя так, что не надо нам ни с кем не разговаривать. Самоуверенные. Самоуверены были по какой-то причине. Вот и из этого в том числе нужно сделать выводы. Я очень надеюсь, что вот и обсуждение этой истории будет продолжаться в открытом режиме, и выводы будут делаться в открытом режиме, и вот эта история, она станет не единичной, не замкнутой самой в себе, а повлечет за собой далеко идущие последствия, позитивные для развития общества в целом. Понятно, спасибо, Александр. Ну, вы министр промышленности, у вас должны быть четкие, короткие выводы. Ну, у нас вывод один, то есть то, что разбирается прокуратура, разберется. То, что нам сейчас задача поставлена найти альтернативные источники, в том При числе любом и по раскладе технологиям. сода должна работать, конечно. Да, поэтому этим мы и занимаемся. Понятно. Всего. Требовать от бизнеса самому себе создавать дополнительные затраты – это
мне кажется, фантазия, по большому счету. Бизнес Заставлять убеждать. бизнес всегда, да, другой вопрос. Бизнес всегда будет искать наиболее эффективные способы экономить свои затраты. И в данном случае мы решили одну проблему с Шиханами, но, наверное, это, если уйти от эмоций, то этот пример показывает, что взаимодействие бизнеса и власти нет достаточно четких регламентов, что можно, что нельзя. И я думаю, что у нас есть еще такие же ситуации в Башкирии с медным месторождением, да ведь? Где происходят примерно такие же диалоги, и непонятно, чем это закончится. Очень коротко, Артем Иванович. Я бы отметил вот этот треугольник. Вы знаете, у меня в другой программе есть любимая фраза. Вот есть свет в конце тоннеля. Свет есть. Тоннель – это горная выработка, понимаете? Из него можно выход все равно найти. Но в данном случае я за разумный вот этот баланс между государством, обществом и бизнесом. Потому что одна без другой не может существовать, понимаете? Поэтому мы должны всегда... Бизнес должны слушать друг друга. А экоактивисты или экодвижения, они показали, они встряхнули и бизнес, и государство. И вот у нас геологов есть выражение. В разведку с кем бы пошел? Я бы пошел вот с этими ребятами, понимаете? Которые стали в защиту. Это дорого стоит. Поэтому я поддерживаю. Их надо просто, иногда надо выпустить, надо их оттуда. С ними нужно разговаривать. Как минимум, нужно разговаривать и пытаться понять их позицию. Да. То, что они своей пассионарностью эту ситуацию сдвинули, ну, ребят, это факт. Это факт. Уважаемые гости, мы сегодня очень подробно обсудили ситуацию там, в свете заявления президента России вокруг башкирской содовой компании и вообще вокруг Шихана Куштау. Шихан Куштау будет жить. Ну, а искать, где справедливость, где деньги и где закон, теперь будет прокуратура, Генеральная прокуратура со всеми вытекающими возможными последствиями. Еще раз вам большое спасибо. Мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Вечерний телецентр. С вами был Руслан Шарафутдинов. До свидания. До свидания.